Вот уже 10 лет в Абхазии успешно функционирует клуб по вольной борьбе «База». За это время, благодаря системной и кропотливой работе, клуб добился определенных результатов. Ежедневно более 700 молодых ребят со всей республики после занятий в школе приходят тренироваться сюда. Для них клуб уже стал вторым домом. Ведь здесь они не только поправляют свое здоровье, проводят позитивно свой досуг, но еще и многие воспитанники становятся чемпионами. И в каждого вложен титанический труд целой команды, а слезы радости и победы разделяют всем коллективом. И это целая жизнь одной большой семьи клуба по вольной борьбе «База». В клубе по вольной борьбе «База» работают 32 тренера по всей Абхазии. За 10 лет клуб выпустил более 3000 воспитанников. На данный момент в клубе тренируются 648 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. Секции клуба работают во всех районах Абхазии. На сегодняшний день двое воспитанников клуба стали чемпионами мира, один чемпионом Европы, 10 чемпионами России и более 600 стали чемпионами Абхазии. На данный момент 16 воспитанников клуба тренируются за пределами нашей страны. На содержание клуба и развитие вольной борьбы в Абхазии за 10 лет вложено более 70 миллионов рублей. История клуба «База» началась 10 лет тому назад в городе Санкт-Петербурге. Идея создать подобный клуб появилась у председателя Высшего совета Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса, мастера спорта, многократного чемпиона по вольной борьбе Муссы Экзекова. Идея зародилась здесь, в Петербурге. Это был период, когда Сергей Васильевич был президентом Абхазии, когда он нас всех вдохновлял на невероятную вот такую вот надежду на будущее. Он своей открытостью, своей энергией, в общем, создавал все возможные условия для того, чтобы молодежь возвращалась в Абхазию. Они возвращались, они бежали, они не просто возвращались. Даже при том, что Сергей Васильевич давал такую надежду, все равно была тенденция такая не очень здоровая. Молодежь, особенно детишки, не были заняты. Нужно было бы менять сознание детей, настраивать на совершенно другой лад, на созидательный, на творческий. И спорт в этом смысле являлся одним из тех возможностей, где можно было детей вытаскивать в единое пространство. За годы наработанного опыта сформировалась успешная модель по развитию народа, которая может быть применена к любому этносу в любой точке земного шара. Эту модель было бы невозможно создать без активного участия гражданского общества в реализации программ развития, которые пишет наша команда. Командная системная работа приводит к поступательному развитию, а совместный труд – к взаимоуважению и заботе друг о друге. Десятилетняя работа спортивного клуба «База» является одним из множества успешных проектов нашей команды, который приносит пользу обществу и стране в целом. Для того, чтобы начать этот проект спортивного клуба «База», я пригласил сюда Раши Хутаба, Джернаса Беня, Леонида Божгуа, и собрал здесь лучших специалистов на тот период, чтобы сформировать программу развития спортивной борьбы в Абхазии. Я им поставил задачу и сказал, что я вас не буду выпускать с этой переговорной комнаты, я вас буду кормить, поить, но пока программа не будет написана, говорю, не буду выпускать. 2 дня работали, написали программу, после чего я приехал к Сергею Васильевичу Багапш. Он с удовольствием воспринял эту идею. И мы договорились, что государство будет обеспечивать
спортивными площадями. И я со своей стороны буду снабжать всем инвентарем необходимым, доплачивать борцам необходимую сумму денег на тот период, чтобы они, я бы сказал, более-менее комфортно себя чувствовали. Соответственно, Леонид Боджбо и Джернас Беня, они являлись такими модераторами этих процессов. Тогда именно в Даутском районе борьба была и в Сухум, а больше нигде. И спортивного инвентаря не было, и тренеров тоже не было. Мы, когда вот это начинали, у нас всего-то тренеров было 5 или 6 человек. Я лично встречался с нашими спортивными тренерами, нашими старейшинами, наше спортивное общество. Это ничего не будет означать без федерации, потому что она должна быть взаимосвязана. Я встретился с Рашим Хутаба, Джерназом Бени и Дзуком Махмудовичем. И мы обсудили все вопросы, что нам надо делать. У нас не было никогда, чтобы мы друг друга не понимали. Мы всегда друг друга с полуслова понимали. Самое главное для меня – это ответственность. Вот я этого опасался. Вот, я-то не озвучил там, но я в душе держал ответственность, да, нести. Человек помогает, наш брат Абазин, абхазам, да, тренерам для развития вольной борьбы. Ну, я думаю, что мы не подвели его. Много детишек начало ходить. Собирается на первенство Абхазии, на чемпионаты Абхазии 300-350 учащихся. Это уже которые умеют бороться. Есть, которые сегодня начинают, но пока в зале тренируются. Ну, тем самым могу сказать, что человек 500 детишек мы забрали с улицы, и они находятся в зале, занимаются. Это, я думаю, это очень хорошо. Я обычно ребят ловлю в селах. Где свадьбы, где компания, там, в общем, праздники, я там ловлю. Мальчик будет проходить вот так по ходу, я сразу ловлю, потом с родителями начинаю разговаривать. Родители некоторые начали отказываться, но все равно заставлял. С 5 лет, с 6 лет детей приходят сюда. Тренеры клуба по вольной борьбе Абаза уделяют особое внимание выстраиванию взаимоотношений со своими подопечными. Как правило, родители приводят своих детей в возрасте от 5 до 7 лет. И вот с этого самого дня, когда ребенок перешел порог спортивного зала, между ним и его тренером образуется особая связь, которая остается с ним навсегда, независимо от того, как сложится спортивная жизнь юного борца. Говоря об абхазских тренерах, там вообще невероятные. Если вот посмотрите соревнования, если ребенок проиграл, он маленький совсем, еще он идет, тренер поднимает его, берет на руки, как своего грудного фактически там ребенка, малыша, и вот он как убаюкивает, это что-то, это настолько трогательно. Ну, я не знаю, там без слезинки на это просто так посмотреть невозможно. Это такая связь невероятная. Вольная борьба – это, наверное, полжизни, которую я как бы и посвятил, и борясь сам. Спортивного зала не хватало у нас здесь в городе, то есть там тренера работали. И в 2015 году появился зал у нас на новом районе. Я стал там тренировать детей. Около 60-70 детей пришли за раз, то есть 1 сентября, когда он открылся. Все маленькие, такие хорошенькие, да. Мы ходим по школам, там, да, как бы я там развешивал афишу, чтобы, да, там открылся зал и так далее. Вот пришло очень много детей. Ребенок, когда в спортзале находится, 2 часа ребенок в спортзале. И мы все родители дома 2 часа я спокоен, потому что там у него тренер. И он воспитывает, он тренирует, он с ними занимается. Спортсмен и тренер, допустим. И они должны быть близкими. Они должны друг друга слышать. Выходит спортсмен на арену, он должен слышать только одного человека, своего воспитателя. Там все кричат.
Но это не то. А он должен своего тренера слушать. И его должен среди 100 человек, кто больше всех кричит, это тренер, конечно, но он должен его слышать. И вот тогда будет все результат. Если всех будет слушать, он проиграет. По жребию бывает, что спортсмен выступает, делает 5 схваток, а противник будет сделать всего 4 схватки. По жребию попадается так. Вот было на Европе у меня так же. Вот я одну схватку лишнюю сделал, чтобы попасть к этому финалисту. Уже финалист сидел, ждал. Ну, красавец, конечно, это немец. Такие мышцы, я на его руки так смотрел. Раз головой помахал, а тренер стоит так. А что раз смотришь? А ты смотри, какой красавец, говорю, надо его в кино сниматься. А ты на его руки не смотри, говорит, это воздух, там ничего нет. Представляешь? Он мой настрой сделал, психологически он меня настроил. Я говорю, все будет нормально. Вот тренер, его работа, психологическая настройка спортсмена к своему. Вот это запомнилось, это слова. Мы стараемся, помимо того, что мы проводим тренировки, мы стараемся с ними общаться на разные темы. Мы интересуемся у них, как у них дела в школе, прежде всего, как дела дома, в семье. Вот. Так что каждому ребенку нужен свой подход. Ты человека воспитываешь более 10 лет, потом передаешь другому тренеру и уже привык к этому ребенку. Конечно, когда потом проводятся соревнования уже более такого уровня, как чемпионат России, вот мы уже здесь берем, покупаем билеты и едем уже туда и находимся рядом со своим учеником, чтобы поддержать его. Есть такие пацаны, есть талант, но отправил, с ним надо ходить, если ты будешь там с ним постоянно, он достигнет. А если ты оставил, устроил, ну он к чему-то там пришел, там выиграл, там стал кем-то, а дальше как бы таких результатов не будет. Есть такие тоже ребята. Я ездил в Питер, училище Олимпийского резерва, сам присутствовал при тренировках, смотрел, как они проводят самоотношения, и меня это устроило. Я за это и передаю своих учеников в это училище. Помимо этого, мы еще дружим вот, и с Калининградской областью, там, где сейчас занимается в данный момент наш воспитанник Харчевава Данил, вот, который показал за 3 года очень хороший результат. Клуб по вольной борьбе «База» на протяжении 10 лет создает отличные условия роста для абхазских спортсменов. Лучших воспитанников тренеры во главе с председателем клуба Муссой Экзековым помогают устроиться в российские спортивные школы. Все это возможно во многом благодаря личным контактам тренеров клуба «База» и, конечно, самого Муссы Экзекова. После того, как воспитанник отправляется в Россию, тренер продолжает держать его на контроле, созванивается с ним, с его новым тренером. Всегда следит за его выступлениями на ковре и всегда в курсе о его результатах. На сегодняшний день в лучших российских спортивных школах тренируются 16 воспитанников клуба «База», многие из которых уже достигли больших высот в этом виде спорта и уже активно готовятся к предстоящим Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Хорошая черта ребят с Абхазии, что в принципе они все с характером ребят. Поэтому они как-то так сильно не нуждаются в этом. Они верят в себя, верят в свои силы. И, в принципе, я очень мало встречал ребят с Абхазии, которые вот предстартовая их лихорадка где-то съедает, и они выходят на ковер и уже борются меньше своих возможностей. Наоборот, очень часто встречается, что на тренировках и на учебно-тренировочных схватках они где-то похуже борются, а именно на соревнованиях они раскрываются и показывают, что они могут. Вот именно вот эти 2 парня, они дисциплинированные. Кваранзия может сам и на зарядку встать, и все у него расписано по минуткам, по часам. Поэтому человек, в принципе, и тренируется хорошо, и учится хорошо. И я думаю, что в дальнейшем, в будущем он еще прославит вашу республику. Поэтому я думаю, у него все будет хорошо в жизни. И на Уберзене он сейчас у нас закончил училище, но остался здесь, поступил в университет
Лесгофта, наш физкультурный, и продолжает обучение, остается в Питере, будет также тренироваться. Вот у него, в принципе, и с техникой, и с навыками все в порядке. У нас есть набор с 9 класса. Надо именно брать малышей, и которые понимают, до чего они сюда едут. А именно тренироваться, учиться, чтобы все было по режиму, потому что не надо забывать, что надо вовремя и ложиться спать, чтобы человек восстанавливался, потому что нагрузка здесь большая. Две тренировки у них, считай, в день, плюс еще учебный процесс, очень такую нагрузку им дает. Они должны понимать, что сейчас мы будем трудиться, пахать, а потом нам все это воздастся. Очень мягкие, очень перспективные ребята. Вот, действительно, то, что тренер сказал, то, что там характер, этот характер ковался именно вот, в абхазских борцовских залах. Вот. Здесь, конечно, они закрепляют это все. Вот. Понятно, что здесь в Питере равных им нету борцов, а на первенстве России убежден, что они будут очень достойно представлять Санкт-Петербург, ну и Абхазию, естественно, тоже. Конечно, олимпийские амбиции. Это школа очень хорошая. Наш бзе, кашпау, бзе ума. Сквапа, бзе, хорошо, известно. Папа. Тренер Хуагизна Азуги, бзе тайома. Сын, худела. Ждала, тренер все. Азал, шкопума. Абхара почта. Институт. А цараги кто-то? Бзе в гема. Все, училище Салгафит на нас Лесгофта. Ага. Арасынча гема. Сарасында салгу. Ага. Я то был год тоже. Стало, алат Лесгофта, санган спутсвой. Ага. Лесгофта гибзиб. Лесгофта гибзиб уже одни шоу Лесгофта ги, одрванаги. Душа за ход сразу заявился, душа за квапхеваш. Аре спорт апнула и рацаги. Чердата шумерейсенс будет абген. Чердата це читала пера по апулвой. Ишхалзи. За 10 лет своего существования Абаза география клуба значительно расширилась благодаря тому, что его воспитанники отправились покорять мир, каждый своей дорогой по разным городам России и не только. В Москве воспитанники клуба тренируются у большого друга Абхазии, тренера Дениса Цергуша, и многих наших спортсменов в ЦСКА Ислама Калаева. Борьба – это действие такое многогранное. И в процессе всей работы каждый вносит свою лепту. Вот на сегодняшний день ситуация такая, что тренеры на местах, они, прежде чем попасть сюда, ребята должны иметь базу, фундамент, образно говоря, так, хорошую базу. Она в Абхазии дается. Тренеры работают, она дается. Где-то до 15 лет, это получается 6 лет я тренировался в Гудауте, в 15-летнем возрасте меня отправили уже за пределы Абхазии, я тренировался в Санкт-Петербурге. Когда я дошел до следующей ступени, я уже переехал в Москву, в ЦСКА, где были профессионалы своего дела, тренера, и были хорошие спарринг-партнеры. Я тренируюсь в ЦСКА в Москве уже 3 года, как так я нахожусь в ЦСКА. А так я в школьные года в клубе Абаза тренировался у нас здесь в Абхазии. Тренировали меня Беня Аста, Беня Дзука. Первые мои тренера, этот мой первый тренер Беня Дзука. Я могу сказать, для него это мой тренер и мой второй отец. Спортсмен должен быть уверен в своем тренере, доверяться ему на все 100%. А чтобы никаких сомнений у спортсмена не возникало, тренер, в свою очередь, должен быть очень тактичным, очень внимательным к спортсмену. Каждому спортсмену вообще должен быть индивидуальный подход. И в психологическом плане тренер должен разговаривать со своим учеником. И вообще тренер – это как
второй отец. Тренера клуба Абаза, я насколько вижу, они живут жизнью спортсмена. Вот у меня много друзей, которые со мной тренировались, мои ровесники на сегодняшний день являются тренерами. И я вижу, какие отношения у них со своими спортсменами. И я хотел бы сказать всем родителям, которые отдают спортивные залы, что они могут на 100% довериться нашим тренерам. У нас как бы и в культуре это заложено, наверное, помогать друг другу. И тренера очень щепетильно относятся к своим ученикам. До какого-то уровня доходишь, и потом надо уезжать за пределы Абхазии для дальнейшего роста. Это дело не в тренерах, это дело в финансовой поддержке, в организации сборов и так далее. И хочу поблагодарить Астамура Бения, потому что когда ты вкладываешь в своего ученика, подопечного, воспитанника, и потом отпустить его, это очень сложно. То есть мы созваниваемся, там, я не знаю, обсуждаем какие-то моменты тренировочные, но все же он отпустил, я нахожусь там за пределами Абхазии, в Санкт-Петербурге или в Москве, как будто я оставил своего тренера. И вот это очень сложно. И многие тренера, скорее всего, не хотят этого делать, но но из-за того, что иначе не получается, приходится отпускать спортсменов. Клуб Абаза ребят подготавливали вот отлично, шикарно. Я вот себя не чувствовал хуже кого-то, что технически, что физически я был подготовлен хорошо. Когда я нахожусь в Москве, вот меня тянет домой, но вот я знаю, что у меня цель стоит, что у меня тренировки. Домой тянет родители, близкие, родственники. Хочу своего первого тренера увидеть, как он поживает, как у него здоровье. Но у меня цель стоит, вот работать, там, ездить по сборам, тренироваться. Но домой, конечно, тянет. Моя мечта по взрослым показать результат, хотя бы чемпионат мира, чемпионат Европы. Я имею цель держу показать по взрослым результат. Спорт мне открыл большие дороги. У меня появилась возможность увидеть много стран, разные культуры. Конечно, за всем этим стоит тяжелый труд. За всем этим стоит, я не знаю, ограничение себя во многих вещах. То есть, когда другие ребята там веселились, тебе приходилось готовиться, гонять вес. Я завершил карьеру относительно рано. Я завершил карьеру несколько лет назад, мне было 27. Проблемы начались с позвоночником еще в 2016 году. После этого я уже не смог в полной мере проявлять себя, тренироваться не мог. Поэтому есть и такая сторона. Но в этой жизни ничего не бывает легко, не происходит так просто. И на сегодняшний день я могу сказать, что я не жалею ни о чем, несмотря на те травмы, несмотря на те разочарования, которые бывали в спорте. Я не жалею, что за тот путь, который я прошел. В возрасте 14-15 лет я был на сборах в Кисловодске. Там был, получается, тренер мой на данный момент, Ислам Калаев. Он заметил меня там и предложил приехать сюда, в ЦСКА, в клуб, начать тренироваться здесь. Я, соответственно, сразу принял предложение. Вот с 15 лет я нахожусь здесь, в ЦСКА, тренируюсь. Возникает очень часто мысль об Олимпиаде. Именно, конечно, хотелось бы попасть на 24-й год в Париже, то, что происходит сейчас, происходить будет события. И каждый день, каждый раз на тренировке, когда, допустим, устал или где-то что-то болит, травма какая-то, вспоминается всегда цель Олимпиада, и как бы оно очень дает тебе много сил для преодоления каких-то сложностей, так что это в приоритете. Сейчас я нахожусь в Штатах, являюсь тренером при университете, и у меня есть ученик, с которым я уже чуть больше года занимаюсь. Я бы не сказал, что я его там воспитал с малых лет, но последний год мы очень большую работу проложили. Он попал на Олимпийские игры.
В Токио вот мы ездили туда, правда, результат не совсем хороший получился. Но попасть на Олимпийские игры – это уже большой успех. На меня спорт, вольная борьба очень сильно повлияла. Вот прям очень сильно, потому что уже и на улице, и в школе подкуривал, туда-сюда, все дела местные. И 11 лет мне было, когда приходил на борьбу, и уже и по школе разные ситуации бывали, и так, и допоздна мог домой не прийти. Ну, и как-то вольная борьба перевоспитала. Моя жизнь уже вся связана с этим видом спорта. У меня все мои друзья почти практически вот, с вольной борьбы, с круга нашего общения. С кем я в зал пришел с детства, с кем я дружил, с теми людьми до сих пор дружу. Большое дело взять человека с улицы и привести в зал, отвлечь его с улицы и наставить на правильный путь. В нашем деле на первом месте характер. Если ты не боец, этим делом не надо заниматься. Это пустая трата времени. Эти медали, ну, вы смотрели Олимпийские игры, они выгрызаются зубами. Для этого нужно быть готовым. В 2014 году я потерпел поражение на чемпионате Европы против олимпийского чемпиона. И там была очень равная такая схватка, в которой я вел, и на последних секундах я проиграл. И, конечно же, в первое время было очень тяжело. Это в какой-то степени сломало меня. Но я такой человек, который... И, кстати, советую всем так подходить к этому моменту, в любой ситуации искать плюсы. И я не боролся никогда на таком высоком уровне и проиграл против олимпийского чемпиона. Я извлек от этого пользу, и я настроил себя на то, что я поборолся очень хорошо, достойно, и у меня были все возможности победить его. То есть я буду тренироваться дальше, становиться сильнее, чтобы в следующий раз одолеть его. Организм, он всегда предупреждает, защищает. Ну, борешься, там, тренируешься, и вдруг тебе дается с головы команда. Ты устал, подожди, у тебя может заболеть. Это для обычного человека это команда так, тихо, спокойно. У нас по-другому. Если тебе поступила такая команда, ты должен добавить. И в этом случае ты на миллиметр вырос. Если бы было легко, наверное, каждый был бы великим спортсменом. Не бывает ничего легко. Если ты при какой-то сложности свернул и ушел с этого пути, ты слабый человек. Я думаю, любой парнишка не считает себя слабым. Если ты себя не считаешь слабым, тогда иди вперед дальше. Занимайся, не отчаивайся и добивайся успехов. Когда очень сильно волнуешься, когда вот засуживают, вот бывают моменты, очень сильно обидно. Но на этом как бы сдаваться, поддаваться нельзя. Дальше надо работать, показывать свой характер, принцип. У меня еще, к сожалению, не было таких больших побед, чтобы я так глубоко вдохновился этим. Вот. Маленькие победы, но все равно они приятные. Когда я побеждаю, это у меня в голове только одно, что я оправдал надежды своих тренеров, своих родителей, своих болельщиков, зная то, что за тебя многие болеют, переживают, и с каждым разом тебе хочется все больше и больше выигрывать и доказывать, что абхазские спортсмены тоже ничем не отличаются от других. Мы стараемся вообще не ошибаться, как бы делать все правильно, потому что сегодня мы здесь, мы завтра уйдем отсюда, и на следующий день придет новое поколение, за которых должны так же отзываться, как и за нас. Я хожу на борьбу 5 лет. Мне очень понравился этот спорт, и я решил пойти на него. У меня есть друзья, мы с ними тренируемся. Мы с ними ехали на турнир. Мы иногда
Иногда кто-то проигрывал, кто-то побеждал. Мы все ехали на турнир и болели друг за друга. Я участвовал в Крыму, в турнире, в Чечне, в Адыгее, в Кабарде. И я боролся там и занимал хорошие места. Мне нравится вольная борьба в спорта. Я пришел, когда я пришел на борьбу, мне было 9 лет, я уже занимаюсь 5 лет. Мы занимаемся, трудимся. Я сейчас 2 тренировки занимаюсь в день. Меня привела сюда мама, она показала мне борьбу, спрашивает, будешь ходить? Я говорю, ну давай. Я сюда прошел, моих тренеров зовут Алабьян Размикович, Игорь Бирай, Мираб Хашба. Мне, когда я сначала пришел на борьбу, мне было 7 лет, а уже мне 10. Мы ездили на всякие соревнования в Москву, в Гудауту сюда, также в Северную Осетию. И вот у меня есть 2 пояса. Цель стать олимпийским чемпионом. Я хочу на борьбу с 2019 года. Я хочу быть похож Хочу быть единственным. Самое сложное – это ходить на турниры и там выигрывать. А самое опасное – это тренироваться. Я пришел на борьбу в 5 лет, я сейчас хожу 6 лет на борьбу. Да, надо много тренироваться, тренеров слушать, еще не отвлекаться, делать, что те говорят. Я когда пришел на борьбу, мне было 6 лет, а сейчас мне 10. Я хочу стать чемпионом мира. Надо тренироваться, хорошо слушать тренеров. В Москве, в Ставрополе. Были в Гудаутах. Я хочу стать как Денис Царгуш. В Сухуми на площади имени Сергея Багапш 10 лет назад вся страна с замиранием сердца наблюдала за главной схваткой Дениса Царгуш. Денис тогда прославил абхазскую вольную борьбу на весь мир, завоевав бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. А после триумфа Дениса спортсмены отмечали, что залы по вольной борьбе по всей стране заполнили ребята, для которых Денис был и остается кумиром. Сегодня Денис Царгуш возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии. У него очень много планов по развитию этого вида спорта. В тот период мне казалось, что и по большому счету так считаю, что есть только первое место. Но тогда казалось, что бронза, она вообще не утешение, ничего. Но вот время проходит, понимаю, что могло быть даже и не медаль, не могло и не быть. И поэтому смотрю на медаль как бы с каким-то таким утешением. Но не золото, конечно. Но бывает частенько, да. Особенно, когда олимпийский цикл вспоминаешь. Утром шел, день борьбы в зал и понимал то, что мне накануне тоже говорили, то, что в центре Сухума будет установлен экран огромный, то, что будут все смотреть, то, что и дома будут все смотреть. И много людей ко мне приехали в Лондон поддержать. Я помню, и тогда и попасть тяжело было в Лондон. Были люди, прилетели с Абхазии. Муса Хабалевич тоже был мой первый тренер с Абхазии. Джарназ Беня приехал. Очень много было абхазов. Очень много было абхазов, которые приехали поддержать. Здоровье – это физкультура. Большой спорт, он забирает и здоровье, и некоторые психологические моменты. Иногда, да, бывает, тянет. Но знаешь цену того, что просто так там, выглядеть хорошо, там много сил, много энергии, много всего, которые можно перечислять, чтобы побеждать на этом ковре. Самое первое, мне кажется, что человек самому ему должно быть интересно. Ну и требовать от себя. Чудеса бывают, но редко. И надеяться на чудо, это тем более в спорте. Просто надо запомнить то, что кто трудится больше всех и кто честен с собой, кто не придумывает по утрам себе отговорки, не побежать там на пробежку или там все. Вот такие моменты, мелочи, это все складывается. То есть в спорте мелочей не бывает. Тренироваться и
тренироваться как? Не просто себя нагружать, но и тренера. Когда у человека, у спортсмена, он определенно там каких-то результатов добивается, у них начинается такое, как будто они все знают. Но это смешно. Это я считаю, что вот я замечаю вот, и в сборной, и там, и тут отношение тренера, профессионала, вот, ученика, который результат показывает. Есть и двукратные, и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Они, то есть, с большим уважением даже после таких результатов, они на тренера смотрят с такими глазами. То есть, то, что он ему каждый день что-то новое может сказать, даже в таком возрасте, с такими результатами, он на него смотрит такими глазами, что он ему еще чего-то должен научить. И мне кажется, именно эта субординация тренер и ученик до конца надо сохранить, чтобы ты, если ты не будешь в своего тренера верить, то, что он показывает, то ты в глубине души тоже понимаешь, что ты не тем, может, занимаешься, то есть уверенности не будет. И тренер тоже, я думаю, с учеником растет вместе с ним. Человеком, на которого мы смотрели, это был Раш Хутаба, на кого мы равняли, что вот можно и абхазам выигрывать, там ты дагестанец, осетин, разницы нет, что вот таким он ориентиром был, так сам Раш Хабугович подошел, говорит, вот так, в федерацию, говорит, хочу, чтобы молодые занялись, вот так, и как бы федерацию передали, мы все тренера собрались, и никто не был против, и как бы возглавил федерацию. Были у нас свои планы, но, как вы знаете, все это пандемия, болезни, это все как бы из-за того, что мы не могли проводить соревнования, но какие-то моменты, сейчас я не скажу, что прям сильно повлияло на федерацию борьбы, на все федерации по всему миру эта болезнь свои какие-то коррективы ввела, но это и нас тоже коснулось. Мы знаем, что надо делать для результата, и вместе все, я думаю, с усилиями тренеров, которые у нас есть, аксакалы в этом виде спорта, которые могут сделать определенный вывод и со стороны посмотреть. В спортивный клуб Абаза принимаются все желающие. Занятия в клубе дают возможность улучшить физическое состояние, укрепить свое здоровье. С детьми занимаются тренеры, преподаватели и кандидаты в мастера спорта, имеют многолетний опыт преподавания. Опытные тренеры подбирают к каждому занимающемуся индивидуальный подход. Наряду с воспитанием настоящих чемпионов, клуб был создан для привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни. Тренеры с многолетним стажем работы уверены, что благодаря своевременной поддержке Муссы Экзекова в Абхазии достаточно мощно развивается такой вид спорта, как вольная борьба. Главные выводы какие? Тысячи детей прошли через этот путь созидания, путь формирования лучших качеств человеческих, физического развития, духовного развития. И то, что много-много детей действительно сформировали серьезные характеры, которые помогут, безусловно, в жизни, чем бы ни занимались ребята, какой бы себе путь ни выбирали, они готовы достигать любых целей. И я считаю, что это очень важный вывод. Еще один важный вывод, то, что мы показали, показываем и будем показывать, что наш проект является очень успешной моделью, где сформирована команда не просто единомышленников, да, что очень важно, но сформирована команда профессионалов, профессиональных тренеров, ребят, которые несут в себе огромную заботу и огромную любовь. Тренеры талантливые, соответственно, они передают свой талант детям. И вот такое гармоничное развитие, гармоничное движение вперед – это залог, я считаю, успеха нашего совместного. И вот эта модель, она четкая, она понятная. Мы таким образом хотим показать, что как нужно относиться в целом к развитию в разных направлениях. Мы показали один кусочек, где несколько тысяч ребят участвовали в проекте. Вот. И я очень надеюсь, что наша модель
станет примером, ярким примером успешного развития других направлений жизнедеятельности. Я очень надеюсь, что другие предприниматели тоже возьмут в пример наш успех. Перед командой ставилась следующая главная задача. Скажем так, главная задача, первые 10 пунктов, один в один, как это было сказано ребятам, это формирование здоровых, духовно богатых, культурных, хорошо образованных ребят, физически развитых. Первые 10 пунктов – это не попытка сделать из большой группы ребят олимпийских чемпионов. Главная задача – это здоровые, талантливые, умные, образованные ребята. Скажем так, будущее страны, будущее Абхазии. А когда у тебя есть тысячи ребят, которые воспитываются правильно, в культурных традициях, которые действительно работают с очень талантливыми тренерами, они стабильные, они умные, они очень толковые ребята. Это значит, что с такой большой группой всегда, безусловно, сформируются и чемпионы России, чемпионы Абхазии, чемпионы мира, Европы, что в целом и получается у нас. Поэтому главная задача – это человек, ребенок, чтобы он правильно начал шагать по этому миру. На тренировках ребятишки учатся дружить. Несмотря на то, что они борются, они трут об ковер друг друга, но они понимают, что через вот эти испытания, преодоление друг друга, преодоление себя, у них формируются наилучшие качества. Это очень важно. Это очень важно, и в этом смысле формируется забота друг о друге, формируется надежность человеческая. Ну и, конечно, ребята, которые вырастают вместе, они всю жизнь будут дружить друг с другом и будут всячески помогать друг другу. Я бы сказал, смело шагните в зал, доверяйте тренеру, внимательно слушайте и не жалейте себя. Вас пожалеет тренер, вас будут жалеть родители, если это нужно будет. Но вы, раз уже преодолели порог спортивного зала, вы готовы к тому, чтобы действительно познавать мир спорта. А мир спорта – это формирование настоящих мужских качеств, высоких качеств. Общение с ребятами в спортивном зале, плотное общение, борцовское общение, будет учить вас по-настоящему дружить не только в спортзале, но и на улице, и в школе, везде. Вы будете открывать для себя цену настоящей дружбы. Вы будете видеть путь к успеху. Что-то не получается, наоборот, еще сильнее надо работать. То есть вы никогда не будете уже останавливаться, вы будете достигать своих целей. И вот эти вот очень важные, очень такие серьезные качества, которые формируются в тренировочных процессах, в спортивных залах, это очень-очень нужные качества для каждого ребенка. Поэтому смело шагайте вперед, и у вас все получится. Много дней работали на Северном Кавказе, в Карачай-Черкесии. 5-6 дней, с 7 утра до 12 до часу ночи. Очень много было встреч, и дорога была какая-то тяжелая. Как раз турнир должен был начаться. И когда я увидел ребятишек в борцовских трико, в мгновение я
тут же вот просто забыл про усталость, про те тяжелые дни. Вот просто в мгновение, щелчком одним, я просто получил такую силу, такую энергию, что я прочувствовал, Боже, вот это 1 секунда, 1 мгновение, ради этого вообще стоит просто отдать себя вот такому серьезному процессу, такой серьезной работе. И этот пример показывает, что это и есть счастье на самом деле. 10 лет – это небольшой срок, но за это время проделана огромная работа. Впереди еще много планов и идей для воспитания настоящих патриотов своей страны. Ведь систематические занятия спортом планомерно приводят все сферы жизни в порядок. Происходит гармоничное развитие человека, в том числе и духовное. И как следствие спортсмен становится успешным за пределами тренировочного зала в личных делах, строит здоровую семью и, соответственно, вносит существенный вклад в успешное будущее страны. Клубу «Абаза» в первую очередь я желаю нашему президенту, уважаемому человеку, мастеру спорта Советского Союза, кавалера ордена Ахзапша 3 и 2 степени, профессору Мусы Хабалевича Егзекова, здоровья ему, счастья, благополучия. Дай Бог, чтобы он жил и радовался. Клубу «Абаза» я бы пожелал процветания, прежде всего, наверное, потому что все то, что делает клуб «Абаза», да, это связано с тем, чтобы наши дети имели возможность тренироваться, бороться и побеждать на турнирах. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности Егзекову Мусе Хабалевичу и всем тем, кто принимал участие в этом проекте. И клуб «Абаза», он очень в данный момент, уже вот 10 лет как будет, всячески помогает. Мы это очень сильно оцениваем. Я очень сильно благодарен Мусе Егзекову за то, что он дал нам такую возможность двигаться вперед. Он очень сильно, не то что мне, он помог нашим спортсменам, борцам, не то что борцам, действующим ребятам, он помогает и тренерам, и культуру. Он в Абхазии вот рядом стоит всегда. И я благодарен ему за все, за то, что он сделал нам. Хочу поздравить клуб «Абаза» с 10-летием, да, получается, 10 лет такой работы. Спасибо большое, можно сказать, и пожелать руководству здоровья в наше время, которое сегодня много болезней находится, видеть всегда здоровое поколение, как они хотят, чтобы они все это увидели. Все тренера благодарны Мусе Хабалевичу. Я лично горжусь, что он есть. Я хотел бы, и повторюсь всегда, пускай наши меценаты, не надо помогать, когда выборы. Надо помогать, когда наши дети растут. Когда мы говорим «Бог, помоги», он услышал. И в эту Абхазию подкинул нам Муса Егзеков. Знаете, честно говоря, этот человек уникальный, конечно. У нас есть свои олигархи тоже, они меценаты. Но знаете, то, что он сделал, ни один человек это не сделал. Это много значит. Это спасибо, я всегда говорю, как ветеран, что он и делает, и будет делать еще больше. Как я знаю его, он никогда не отстанет и будет помогать. Я хочу, чтобы весь народ знал. В Абхазии не только он борьбе помогает, он многим помогает. Но в спорте, что он вкладывает, я хочу, чтобы все, кто имеет возможность, чтобы он туда вкладывал.